Друзья, всем салам алейкум! Рад вас всех приветствовать на своем канале. Меня зовут Демижан, и мы начинаем. Друзья, сегодня утро, 9 мая, всех с праздником, с Днем Победы. Желаю вам счастья, здоровья, всего. Сегодня начинаю байгу, еду, сейчас время сейчас 10 минут 11, буквально где-то около 50 минут осталось. Сейчас заранее с Исуом свяжусь, ну и в 11 мы планировали сегодня начать. Еду, надеюсь успею, еду на самомойку, на Кабанбай-Батыра, с пересечением Хоргалжин возле Тумана. Быстренько машину сполоснуть. Ну и в 11 примерно оттуда начать с цирка. Планировал с Байтерека, ну не знаю, посмотрим, как со временем будет, друзья. Так что не переключайтесь, смотрите этот ролик до конца, будет интересно, друзья. Ну и болеем за Астану. Друзья, ну вот я и заправился. Съездил на заправку, заправил машину на 5000 тенге. Чек имеется, кто в курсе, в конце месяца выйдет ролик по ежемесячному заработку. Так, друзья, давайте. Жду Юсуфа, как раз есть время. Обнуляю километраж. Общий километраж автомашины 215 098 тенге. Тенге, говорю, километров. Извиняюсь, друзья. Так, заехал на шиномонтажку, время было. Проверил все 4 колеса. Все в норме. Зашел заранее в агрегатор. Посмотрел, фотоконтроль ничего не требует. Все нормально, могу выходить на линию. Ну и заправил бензина. Взял сушняк на дорогу. Влажные салфетки взял на всякий случай. Ну и сходил по нужде, чтобы не отвлекаться во время поездки. Ну все, будем ждать Юсуфа. Сейчас время без 10:11. Сейчас как он свяжется, включусь, начнем, друзья. Также напоминаю, друзья, нет никакого такого сильного желания победить. Да, победит дружба, друзья. Ну и, друзья, это как бы эксперимент. Еще раз напоминаю, получается, узнаем, насколько в Алмате и в Астане за определенное количество времени, сколько можно заработать, сколько поездок можно выполнить, ну и выходной в праздничный день, какая загруженность трафика, пробки, ну все эти вот нюансы, на них ответим, друзья, как бы такой небольшой эксперимент, ну и байга, да, естественно, такое желание прям победить, прям соревнования, там приз такого сильно нету, это все ради эксперимента, друзья. Ну и начинаем, ждем. Жду Юсуфа, и сейчас скоро начнем выходить на линию. Да, и помыл машину, кстати, заехал на самомойку, привел машину в порядок, такой небольшой косметическая мойка получается. Ну вот, друзья, ждем. Салам алейкум, братан. Алейкум салам, как ты, Демижан? Нормально, нормально пойдет, брат. С праздником, кстати. Сегодня с праздником тебя тоже. Вот сегодня в праздник устроим зарубу, Да. да? Да. В общем, что там, начинаем, сейчас сколько времени? 11:15? Да, 11:15. Да, будем до скольки кататься? Давай до 16:15 получается. Все, давай до 16:15. Да, 16:20, примерно сейчас 5 минут, как бы, ну и мы примерно в 11:20 уже на линии будем. И в 16:20 завершим. В общем, скажи, пожалуйста, какие у вас минимальный тариф какой? Посадка сколько стоит? Примерно 390 тенге, если я не ошибаюсь. Да, у нас 350 получается минимальная стоимость. Ну, у нас, возможно, так же. Да, у вас чуть-чуть побольше, чем у нас. Получается, у нас сегодня праздник, пробок нет, коэффициенты горят. Вот я сейчас покажу ребятам. Вот у нас коэффициент 1600, у вас только есть вообще коэффициенты? Я сейчас заходил, вроде тишина, кэфов нету, но посмотрим. Еще хотел фу, елки, с головы вылетело. Да, кстати, насчет пробок. У вас в Алмате сейчас пробок нету, а у нас, возможно, будут пробки, так как люди с правительства туда-сюда ездят, дороги перекрывают. Столица. Да, ну это значит будет преимущество для меня. У нас сегодня пробок нет, уже несколько дней пробок нету, так как праздники, город практически пустой, одно удовольствие ездить. Ну и что еще хотел отметить. Да, в принципе, мы с тобой насчет правил с тобой уже оговорили. Давай, братан, ты озвучишь наши правила для зрителей. Да, правила, в общем, ребята, такие будут, вот на 2 камеры буду говорить. Получается, катаем все подряд, пропускаем только то, что можно, это то, что Яндекс позволяет, дальние подачи и долгие поездки. Все остальное, в принципе, берем. И попутчиков тоже. Да. Но в этот раз придется через принципы переступать. Я потому что принципиально попутчиков не вожу. Как ты к ним, к этому нововведению относишься вообще? Я, в принципе, против. Охота, чтобы мы не накатали эту функцию, чтобы она к нам не прижилась, естественно. Но
я выполнил всего лишь один раз, и мне повезло без пробок, ну и хорошо я заработал с 2 попутчиками. Ну, ребята в группе пишут, и мне писали в комментариях, то, что бывает то, что не попадается попутчик, деньги, естественно, меньше, ну и пробочку попадаешь, когда второй приходит, ну, отменить второй заказ нельзя. В принципе, плохо отношусь я. Да, в общем, отрицательно относишься, да? Да-да-да. В целом. Да, ну, в общем, сегодня придется брать. Я вчера работал по промокоду, я все равно их не брал, хоть и время тратил, я им отказывал, но сегодня придется брать, так как, ну, работаем, чтобы для чистоты экспериментов, так скажем. Ну все, в принципе, вот 1 минута там осталась до 20, ровно 20:00 выходим на линию, хорошо? Хорошо, все. У меня как бы, я с тобой разговариваю и сразу же записываю на скриншот. Мне нужно будет, чтобы выйти на линию, с тобой отключиться. Все, давай вот отключаемся, ровно 11:20 мы входим на линию. Все. Может, по промежуточному созвонимся, если будет время, спишемся, если вдруг перерывы между заказами. Ну и в конце смены обязательно созвонимся. В конце смены обязательно созвонимся. Все, давай. Все хорошо. Удачи. Ну что, друзья, выхожу на линию, болеем за Астану, за столицу. Вышел на линию, жду заказика, 0 заказов, активность 98. И с кэфом плюс 200 падает, до Турана 55, придется принять. Надеюсь, пробочек не будет по Турану. Ну что, подача 1,5 километров, ехать 4 минуты. Так, поездка у нас составит 9,3 километра, 21 минута. Ну что, километраж я обнулил, друзья, также на нуле стоит, не двигался. Ну я поехал. Работаем, друзья, работаем. Друзья, завершил свой первый заказ, привез, потратил сейчас 44 время, 20 начинал, 24 минуты, навигатор показывает 17 минут, ну, вместе с подачей. Привез на Сизм Халат за Магнумом по Турану. И здесь плохо ловит сеть, как всегда. 1100 тенге, друзья, вышло. Так, ну и следующий заказ я скрин ставлю. Тулеби 40, до Саганак 60 заказик был. Сейчас он нам не будет устраивать маршрут. По моей памяти Тулеби это, получается, мне нужно сейчас развернуться. Хорошо, что вот видите, друзья, флажок стоит. Я примерно знаю, куда ехать. До этого приходил еще один заказ, но его, видимо, отменили. Видимо, долго не хотели ждать клиенты. Ну ничего, еду ко второму заказу. После завершения еще раз. Пока-пока. Ага, салонзар. Пока. Какой милый ребенок. Так, друзья, завершил свою вторую поездку, второй заказ. 740 тенге, друзья. Ну и по цепочке я принял. Так, по цепочке я принял с Хунаева до Рахмжан-Кошкарбаева с кэфом плюс 100 всего. Ну что, едем. Так, навигатор мне в обратную сторону показывает. Получается, это Хунаева 14, Нурсая, ЖК Нурсая. По бульвару точка показывает, по одностороннему движению. Едем, работаем, друзья. Сейчас пристегнусь. Друзья, завершаю свой третий заказик. С кэфом плюс 100 принимал. Вот сумма вышла 760 тенге. Ну и 70 метров подача была, скриншот ставлю. Заказик по цепочке принял до Кири Жанбек Хандар 22, с Рахмжан Кошкарбаева 27. Можно уже подать машину, нажать на месте. Оплата наличными. Ну и ждем клиента. Друзья, завершаю пятый либо шестой, точно не знаю, сбился, друзья, со счета. 750 тенге вышло по безналу. И следующий заказ я принял, друзья, по цепочке, по зеленке на Михаила Лермонтова. Я даже не знаю, где это, друзья. 7,4 километра, едем на правый берег. Получается, это частный сектор, где Артем, где торговый дом Артем. Друзья, по дороге мне поступали заказы по доставке и курьер. Прям было, где можно без штрафов пропустить, без потери активности. Потом я пропускал, только не мог выйти с линии. Прям подряд они шли, эти заказы. И 2 раза я по минус 2 балла активности пропустил. И сейчас я скриншот ставлю, вот, и получается я сейчас отключил эти тарифы. Буду брать. Напоминаю, что, друзья, работаем в режиме пылесос. Принимаем все заказы. Пропускаем те заказы, которые можно пропускать без штрафов, без потери активности. То есть это длинные подачи, либо долгие поездки. Вот так вот, друзья, работаем. Друзья, завершаю свой, получается, шестой заказ. Я посмотрел, 800 тенге. И по цепочке я принял. С торгового дома Тулпар до Алаш поедем. 12 месяцев. Да, не ахти, конечно, занесло меня оттуда. Какой заказик упадет, непонятно будет. Ну, такие правила, друзья, в режиме пылесос. Ну, и посмотрел я только что сторис Юсуфа, его тоже занесло. Ну, типа, у нас в Астане это такое же место. Если я не ошибаюсь, Алтын-Орда, примерно район барахолки он имеет в виду.
Ну и у нас это вот шоссе Алаш, где все рынки наши находятся под типа барахолки, как в Алма-Ате. Ну что, едем, друзья, работаем, не будем жаловаться. Время покажет. Друзья, так удачно совпало. Заехал я на Алаш, получается, на шоссе Алаш, на торговый дом, или как, 12 месяцев магазин. И оттуда мне по цепочке поступил заказ, прям хороший, с кэфом плюс 400 на правый берег. 1060 тенге вот вышел, друзья, скрин сделаю. Так, и по цепочке я отсюда принимал заказ с кэфом плюс 400, кажется, тоже. Так, подача 884 метра показывает. Бибичелик, так, Бибичелик 49, дроп 1 до Шакарыма, куда Берды поедем. Ну да, поездка составит 7,8 километров, в принципе, 18 минут. Также там зона горит. Но я не люблю тот район, 7-й поликлиники. Ну и там вот этот вот. Предпочитаю всегда вот на старом правом берегу и на левом берегу работать. Ну ничего, такой режим, друзья. Режим пылесос. Берем все подряд. Едем, работаем. Смотрим ролик до конца. Болеем за Астану. Друзья, опять сеть не ловит, я не знаю, что за проблемка у меня постоянно. Вроде в нормальном месте нахожусь. Привез мечеть Хазрет Султаны. Сейчас вам покажу. Смотрите, как красиво. Если видно, интересно. Так, ну кто с Алматы смотрит, друзья. Вот такая вот красивая мечеть у нас есть. Ну и, друзья, по цепочке я принял, до Республики 84 поедем. Короче, мотает меня по городу, по районам. С левого на юго-восток, с юго-востока на старый правый, со старого правого на левый, с левого обратно на юго-восток, сейчас обратно на старый правый. Короче, мотаю круги. Ну ничего, вроде, надеюсь на победу, но главное участие, друзья. Друзья, завершил свой заказ на Республика 81, дали наличкой. Сейчас вот даже не завершил, сейчас покажу. 1140 вышло, друзья. Ну и принял по цепочке. Так, скрин сделал. Принял по цепочке в обратную сторону, на юго-восток, на Жмеденова 4, если не ошибаюсь. Подача 1,4 километров, ну и на Жмеденова 4 ехать нам 10,8 километров, друзья. Короче, туда-сюда меня мотают, свыше 7 километров все поездки. Ну не знаю, ну и суммы хорошие, вроде пробок нету, пробки не застревал. Надеюсь выиграть. Ну, еще раз отмечу, главное участие. Работаем, друзья. Друзья, завершаю очередной заказ. Предпоследний, либо предпоследний. Ну, не знаю, посмотрим. Ровно час остался до завершения байги. Так, завершаю, вот смотрим. Сумма 1340. Принял по цепочке с Шамши Халдаякова 2 до Абикен Биктурова 4Б. Это примерно Биосити СИУ, либо за Замзамом. Вот эти вот дома. Что-то такое. Так, подача. Смотрим, подача 880 километра, ну и поездка составит 5,4 километра, с кэфом плюс 200 принял. Ну, работаем, друзья, пока, в принципе, нормально, клиенты сильно особо не заставляют ждать, проблем никаких не было, каких-либо конфликтных ситуаций, других каких-то инцидентов. Все идет по маслу, ну, не знаю, по стоимости, как в Алма-Ате. Работаем. Друзья, завершаю заказ на Биктурова 4Б привез. Так, вот завершаю, сумма 890, мне перекинули наличкой. Здесь, как всегда, сеть не ловит. И по цепочке я принял 55 Е Туран. Это у нас Алтыншар, походу, сейчас посмотрю точно. Вот этих буквах я путаюсь. Е, П, В. Так, 55, это у нас Сезам Хала, получается, ЖК. Вот, хорошо, что маршрут выстроил нам. Да, Сезам Хала. Подача 500 метров, друзья. Ну все, до Имамбаева. Время у нас 15:35. Осталось 25 плюс 20, 45 минут. Ну и пару заказиков, надеюсь, либо один. Посмотрим.
Друзья, завершаю свой предпоследний заказ. По цепочке по зеленке принял. Вот сумма 800 тенге. Блин, друзья, машина затроила. Опять это вот, короче, непруха. Ну, по цепочке принял. Получается 45/1. Республика 42. Едем 3,1 километр. Каратышок. Давайте его выполним. Ну и у нас 14 минут в запасе. То есть успеваем по времени. Он машину дергает. Придется потом. Хорошо, что здесь на районе. Ладно, едем, работаем. Друзья, вот и завершил я смену Байгу. Вот, друзья, завершаю. Последний заказ по зеленке 490 тенге. Так, а город уже загорелся. До этого кафе не горели. Машину троит, друзья. Чек моргает. Сейчас окна закрою. Настроения нету. Если сейчас еще и поиграю, тем более. Блин, сейчас найду удобное место куда-нибудь припарковаться, друзья, чтобы озвучить результаты, показать. С Юсуфом переписался только что. Он еще завершает последнюю поездку. Вышла она у него долгая. Сейчас как завершит, выйдет со мной на связь. Ну, я сейчас здесь в тенечке припаркуюсь. Ну и озвучу свои результаты, не предварительно, а озвучу свои результаты, сколько я заработал за 5 часов. Ну и дождемся Юсуфа, и он озвучит. Озвучим и определим, и выявим победителя. Победителя, не, как бы, можно сказать, не я с Юсуфом, а Яндекс Алматы, Яндекс Астаны, кто победит. Так, давайте я сейчас прямо озвучу, не отходя от кассы. Вот вы сами видите скриншот. Чистыми я заработал с вычетом комиссии Яндекса 11 377 тенге, друзья. Ну а грязными сколько же я заработал? Грязными я заработал 14 420 тенге. Комиссия Яндекса у меня 17%, 2458 получилось. И комиссия парка 4,1, 585 тенге получилось. В совокупности это 3043 тенге. Отнимаем и получаем мы 11 377 тенге чистыми за 5 часов работы, друзья, в городе Астана, в Яндекс Такси на тарифе эконом. Ну и отнимаем 5000 бензина, то, что я залил. У меня даже чуть-чуть, ровно половина, можно сказать, ровно половина бака еще осталось у меня для работы, заработать дальше сверху. Ну, на данный момент чистыми, получается, с вычетом бензина 6377 тенге я на карман положил. Ну и у меня расходик, друзья, опять. Сейчас поеду к мастеру. В мае, капец, меня машинка подводит. Полгода, 7 месяцев, ничего на ней не делал, вот и началась. Зиму очень хорошо откатал на ней. Ну что, дождемся Юсуфа и узнаем, сколько он заработал, друзья. Ждем, сейчас я ему напишу. Непонятные какие-то. Попутчика вызвали, и там с двумя сумками огромными стоят. Я, брал, вы в курсе, что там по пути заказ будет, еще люди будут. Тогда отменяем, говорю, отменяйте. Вот эти китайские большие сумки есть? Ага. С такими сумками, с двумя такими сумками вышли и хотят ее ехать. Я говорю, вы в курсе, где у вас попутчик? Вы что творите? И жена его вышла сразу, отмена. Я говорю, ну отменяйте, короче. Понятно. Ну, у меня как по маслу, у меня особо таких вертиков не было. Были хорошие заказы. Ну, я в режиме пылесос все заказы принимал. Единственное, я пропустил. Сейчас только что последний заказ. Я забыл выйти с линии, когда завершал. Мне поступал заказ, я его пропустил с минусом 4 балла активности. Так, ну и мне поступали заказы по доставке после первого заказа. Я забыл доставку отключить. Ну, естественно, я этот заказ пропустил и этот галочку убрал, доставку и курьер тарифы убрал. Все. Так, давай включай свою запись. Что там у тебя? Я тоже сейчас включусь. А у меня идет, в принципе. Так, ты предупреждал? В общем, ребята, вот мы созвонились. Так, ну что, давай оглашаем результаты? Я как бы для своих зрителей, для своих подписчиков, они уже в курсе, сколько я заработал. Я вот пока тебя ждал, видео записал. Плохо слышно, брат. Плохо слышно. Да, там мне смс-ки приходили. Сейчас нормально слышно? Вот сейчас нормально. Сколько заказов? Я сделал 16 заказов. У меня 12 заказов. Так, по сумме. Сейчас скажу, брат. Так. По сумме чистыми, получается, я заработал 11 377 тенге. Это за вычетом комиссии? Да, с вычетом комиссии. Получается, грязными я заработал 14 420 тенге. Так, ну у меня побольше будет тогда. Сейчас я тебе скажу, 11 560. 11 560 плюс 5 200. 16 760 это грязными у меня за 12 заказов. Ага. Это еще я, если честно, недоволен результатом. Я тебе скажу. Я рассчитывал как на 15 тысяч чистыми.
А у меня чистая сумма 13 245, вот даже на камеру сейчас показываю. Ага. 13 245 за 12 заказов. Ну, чё, брат, поздравляю тебя с победой. Поздравляю Алмату с победой. В принципе, у вас кэфы горели и хорошие заказики, наверное, были. Ну, у меня максимум 2 заказа было с кэфом плюс 400, а остальные все по плюс 100, по плюс 200. У меня было пару заказов по 1000, по 700 коэффициенты были. Но у меня последний заказ, 2 дальника там попалось за 2000 и 2700, по-моему, что-то такое. Я минут 40 от последнего заказа ехал. Я был в шоке. Давно таких заказов не брал. Брат, еще вопрос. Было интересно. Да, говори. А ты не обнулял километраж? Километраж я забыл, брат. Вот честно, Да? забыл. У меня, я когда вспомнил, но я уже заказов 5 выполнил. Ага. На данный момент у меня 84 километра стоит. Ага. Я на... Плюс еще 50, наверное, до этого проехал. Да-да-да. У тебя сколько? У меня 107 километров 800 метров. 107,5 получается, грубо говоря. Да. Ну и на Зависаешь опять. Ну, у меня где-то 130-140, скорее всего. Я, честно, забыл я километраж замерить. Да, в принципе, не страшно, но в Алмате горели кэфы. Получается, в Алмате ты, выполнив меньше заказов, заработал больше. Я, выполнив больше заказов, заработал меньше. Ну, я думаю, надо будет повторить через некоторое время, если ребятам будет интересно, если нормально там отдача будет. Мы Да. видим, что нормально просмотры, лайки, если наберет, то я думаю, через некоторое время уже, когда без вот этих, без праздничных дней, без таких аномальных коэффициентов, попробуем еще раз. Да, попробуй. У меня, Юсуф, есть еще предложение. Как-нибудь в будущем, сейчас, как со временем определиться, сделать байгу агрегаторов, то есть Яндекс Алмата против Астана Индрайвер. Поработать около 4-5 часов, посмотреть тоже результат. Я думаю, людям будет интересно. Если, друзья, вам будет интересно, то ставим лайк под этот ролик и пишем в комментарий. Как думаешь? Смело. Я только за за любой движ, так скажем, кроме голодовки. Хотя сам с утра не ел, я весь день голодный. Один сникерс только с утра съел, и все, с 7 часов я на ногах, до сих пор ничего не ел. В общем, спасибо тебе, что написал. Я, если честно, давно планировал, пытался найти, с кем можно было бы снять такой ролик Алмата против Астаны. Вот, так получилось, ты сам на меня вышел, предложил. Я, в принципе, был не против. Вот, спасибо тебе, что проявил такую инициативу, так скажем. В общем, спасибо. Ссылочка будет в описании, ребята. Переходите, подписывайтесь на него. Начинающий блогер, поддержите. Да. Вот. Все, Рахмет. Ну и Николаю привет. Николаю привет. У вас тоже там что-то, по-моему, планируется, да? С Николаем, возможно, будет ролик уже на тарифе комфорт. Сейчас. Еще раз повторюсь, может было не слышно, смс-ка пришла. С Николаем планируем на тарифах комфорт побайговать. Астана против Алматы. Думаю, друзья, отключилась. Ну вот, друзья, Алмата победила. Выполнил он всего лишь 12 заказов. Так, сеть пропала, видимо. Давайте ему на WhatsApp напишем. Братан, видимо, может, тебе позвонили. Рахмет за участие. Поздравляю еще раз с победой. Спасибо. Ну и Николаю привет. Всем алматинцам салам алейкум огромный с Астаны. Было очень приятно сегодня поработать. Ну и я считаю, я нормально для себя сегодня заработал. Рахмет, Юсуф, еще раз с праздником. Он мне еще в ответ что-то написал. Мне позвонили, брат, поэтому отключилась. А, ну все, я так и понял. Примерно так и понял. Ну вот, друзья. Ну а меня ждет ремонт автомашины. И насколько я попаду, на какую сумму. Подписывайтесь, вступайте в группу в телеграм-канале, где будем обсуждать все новости, связанные с работой в такси. Ну и подписывайтесь на мою страничку в Инстаграм, где я буду выкладывать. Вот, наверное, сегодня выложу, сколько я потрачу на ремонт автомашины. Всем спасибо. Ну и вот так вот. Алмату с победой. Ребята, не унываем. Еще будут такие ролики. Астана победит. Главное не участие. Ой, главное не победа, а участие, друзья.
Я думаю, было интересно. Всем пока, спасибо.